Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в программе: храму быть. Дан старт сбору средств на строительство храма в Ткварчале. Маяки дружбы. Россия сближает. В Абхазии находятся участники культурно-исторического проекта межнационального согласия. 23-й международный. В Гагре начался турнир по теннису памяти Арзамета Тарба. Сегодня делегация Республики Абхазия, возглавляемая руководителем администрации президента Республики Абхазия Бесланом Барциц, прибыла с рабочим визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В составе делегации также министр иностранных дел Дауркови, заместитель министра Иракли Тужба, начальник департамента государственного протокола МИД Абхазии Саид Какали. Делегацию Абхазии на ливано-сирийской границе встретили сотрудники Министерства иностранных дел Сирийской Арабской Республики. В рамках визита делегация планирует обсуждение ряда вопросов подготовки предстоящего официального визита президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Сирийскую Арабскую Республику. Около 2 миллионов рублей собрано в ходе благотворительного марафона по сбору средств на строительство православного храма в честь абхазского воина-великомученика Евстафия Псильского Марщан. Марафон прошел в субботу, 4 августа, в городе-герое Ткварчале. В мероприятии приняли участие президент Рауль Хаджимба, спикер Народного собрания Валерий Кварчия, члены правительства, представители духовенства и общественности. Дан старт благому делу. Перед началом официальной части руководства Абхазии во главе с президентом возложили цветы к мемориалу погибшим воинам. Благотворительный марафон начался. Это поистине историческое событие с глубоким символическим смыслом. Оно соединяет в себе историю и современность. Храм будет способствовать укреплению в нашем обществе идей добра, взаимоуважения и примирения, отметил, открывая марафон, глава Ткварчальского района Аида Чачхалия. Спасибо всем, кто откликнулся на это благое дело. Спасибо всем, кто жертвует на храм, неся в душе понимание того, что он делает вклад в будущее города, в его культуру, в ту духовную почву, на которой будут воспитываться наши дети, внуки и правнуки. Строительство храмов – это великое и благое дело. И отрадно, что это осознают тысячи абхазов, независимо от их социального статуса. Возводя храм, наши предки надеялись, что местность, где воздвигается храм, будет развиваться, а численность его населения будет расти. Строительство храма в Ткварчале оживит город, сюда потянутся паломники. Само строительство даст рабочие места ткварчанцам, что способствует экономическому и социальному росту жителей города Ткварчал. Я уверена, что духовное и экономическое возрождение города-героя Ткварчал не за горами. Для всех желающих участвовать в марафоне были организованы бесплатные автобусы. Несколько сотен жителей и гостей Ткварчала собрались на площади перед Домом культуры. Настоящий праздник был организован для жителей города-героя. В концерте приняли участие известные абхазские и российские артисты, государственная капелла, мужской хор Даниловского монастыря, а для самых маленьких – детская площадка с анимационной программой. В павильоне продавалась эксклюзивная православная продукция. В рамках благотворительного марафона состоялся телемост с представителями московской абхазской диаспоры, которые всецело поддержали проекты и пожелали удачи в благом начинании. Также в поддержку благотворительного марафона состоялись спортивные мероприятия: Сухумский заплыв, велопробег и мотопробег. Там, где есть храмы, есть и чистота, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, приветствуя участников благотворительного марафона. Уважаемые ткварчильцы, уважаемые гости, все те, кто сегодня принимает участие в этом марафоне и в первых тех шагах по строительству этого храма. Для нас важно, чтобы наше духовное имело бы продолжение. Мы народ, который своим единством доказал, что он способен жить и способен строить государство абхазское. Там, где есть храмы, там есть чистота. Дай Бог нам этой чистоты, единства, силы, духа, и чтобы мы продолжили дело наших предков, наших отцов, наших братьев, которые сложили головы за то, чтобы Абхазия состоялась.
Марафон состоялся. Начало положено. Всего на строительство храма планируется собрать 70 миллионов рублей. Денежные пожертвования можно осуществить всевозможными способами. Это и СМС-перечисления, и перевод на банковские карты, даже передача строительного материала. Люди и на месте могли бросить деньги в урну. Имена всех благотворителей будут занесены в специальную книгу, которая будет храниться в храме столько, сколько он стоит, отмечали организаторы марафона. Храму быть. Под таким девизом прошел наш марафон, и мы очень надеемся, что храм действительно будет стоять в городе Тхварчал. И для того, чтобы это осуществилось, мы подготовили ряд мероприятий. Одно из них – это благотворительный марафон по сбору средств. Сам марафон, как мы можем сделать первый вывод, и, в общем-то, он прошел довольно неплохо. Почему? Потому что, как мы знаем, нас и погода немного пугала, но в этот день, вы знаете, это было удивительно, когда начался именно концерт, выглянуло солнышко, и это было очень трогательно. Мы почувствовали какие-то силы природы рядом с нами, и они помогают нам. По итогам на вечер окончания марафона эта сумма где-то варьируется от 1,5 миллиона, 1 800 000, может быть. Я не могу, наверное, пока более точно сказать, только потому, что мы еще получаем выписки из счетов и так далее, так как было очень много организовано возможностей по сбору средств. Ни одно пожертвование не останется без внимания. Мы специально для этого подготовили книгу памяти для благотворителей, которая была специально заказана. Мы предусмотрели ряд мероприятий по сбору средств, и мы думаем, что еще люди сделают свои вложения, потому что к нам продолжают поступать такие заявки. Счет для сбора средств, открытый в Сбербанке Абхазии, постоянно пополняется. И это говорит о том, что люди готовы внести свою посильную лепту в строительство храма. Готовы помочь и строительные компании, и торговые дома нашей страны. К примеру, представители компании «Рубин» преподнесли сертификат на 10 тонн цемента. А семья Чабадзе из Тхварчала готова оплатить стоимость колоколов для храма. Организаторы марафона лично никому не обращались за помощью и надеются на каждого из нас и на нашу многочисленную диаспору за рубежом. Это великое дело, которое объединит нас, говорят они. Небо радуется, а как мы можем не радоваться? Любое начинание общее, для того, чтобы что-то было для нашего народа, это великая радость. И дай Бог, чтобы вот так вот мы научились радовать друг друга, вот именно объединившись. Быть вместе, не разделиться, а объединиться. Вот это вот строительство храма Тхварчал. Я надеюсь, я уверен в этом, что народ объединится и будет думать о том, как нам быть вместе. Марафон это дает возможность нам всем как бы призадуматься над тем, чтобы мы должны быть вместе. Вместе строить, вместе, значит, защищать Родину, вместе защищать друг друга, защищать тех, кто приезжает там в гости. Первый шаг сделан. И трудно сказать, сколько потребуется времени, чтобы довести начатое дело до конца. Одно ясно уже сегодня. Чем больше людей поддержит этот проект, тем быстрее мы воплотим его в жизнь. Министерство иностранных дел Абхазии с возмущением восприняли обращение Федерации футбола Грузии к ФИФА с требованием осудить проведение футбольного матча между молодежными сборными Нигерии и Абхазии. Маниакальное стремление грузинской стороны любыми способами ограничить участие абхазских спортсменов в международных соревнованиях свидетельствует о продолжении политики изоляции и на практике доказывает, что стоят заявления грузинских политиков о приверженности конструктивному диалогу и открытости, отмечается в частности в комментарии. Абхазская сторона призывает Комитет по этике ФИФА дать оценку действиям грузинской стороны. МИД Абхазии требует прекратить систематическое нарушение грузинской стороной принципа невмешательства политики в спорт и решительно осуждает непрекращающиеся попытки Грузии по максимальной изоляции Абхазии от контактов с внешним миром. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту Министерству иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла в связи с попыткой покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса. МИД Абхазии решительно выступает против проявления любых форм насилия в политических целях и высказало убеждение, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем.
В гости с определенной миссией, которая выражена в формуле «добровольный труд в обмен на просвещение». В эти дни в Абхазии находятся волонтеры, участники культурно-исторического проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает». Это студенты различных российских вузов, которые убирают и облагораживают территории историко-культурных объектов Абхазии, а также знакомятся с национальной культурой и традициями нашей страны. Саид Джарсаля пообщался с участниками проекта. В дни летних каникул студенты московских вузов отправляются на Кавказ, чтобы вместе со сверстниками из местных регионов принять участие в так называемых «субботниках на выезде» по сохранению и восстановлению кавказских памятников истории и культуры. Именно с такой целью в Абхазии находится группа из 10 человек, участников проекта «Маяки дружбы. Россия сближает». К ним также присоединились волонтеры из центра АПЭПШ. В течение 3 дней ребята убирают и облагораживают территории историко-культурных объектов Абхазии, в частности, на Сухумской крепости. Здесь проводятся некие восстановительные работы, а именно, то есть уборка территории от бытового мусора, расчистка проходов в крепость, то есть вычищаем траву, очищаем стены, убираем там неровно лежащие камни, препятствующие входу в данную крепость. То есть некий неквалифицированный труд. Просто важно понимать, что ребята наши все волонтеры, то есть они, в принципе, перед поездкой на данный проект прошли некое обучение, где были проинформированы, что мы можем делать, что мы можем трогать, чего нам делать нельзя, так как это объект культурного наследия и имеет определенную защиту со стороны государства. В первую половину дня волонтерская группа занимается облагораживанием территории. Для участников проекта предусмотрена и культурно-просветительская программа, в рамках которой организованы экскурсии по достопримечательностям республики. Из объектов, которые мы успели увидеть, это и которые хотелось бы отметить, мне очень понравилось, озеро Рица. Это просто восхитительное место, такая природа, такие горы, но редко где на Кавказе можно увидеть не просто каменистые горы, а горы, на которых растут зеленые деревья. И это озеро, находящееся там, очень необычно смотрится оттуда. Также очень поразила меня пещера Новоафонская. Укрепляем межнациональные, межрегиональные отношения с помощью внесения практического вклада в достояние, допустим, Абхазии. Мы очищаем, реставрируем каким-то образом. То есть то же самое мы были на Сухумской, 3 дня мы работаем на Сухумской крепости. То есть мы ее полностью облагораживаем. И тем самым мы привлекаем местных жителей, потому что очень многие спрашивают, кто мы, откуда, чем мы занимаемся. Очень многие интересуются. Ну и, соответственно, местных властей мы тоже призываем, чтобы не забрасывали то, что мы добились. По словам участников проекта, такой подход удивительным образом отражает большое желание россиян разных национальностей лучше узнавать друг друга, а также страну и ее народы через совместный общественно полезный труд и активный познавательный отдых. Не было ни у кого мысли, что мы пожалели, что мы сюда приехали. Мы настолько получаем знания, это огромное количество. Мы вносим свою частичку. Хочется ребят из Абхазии привезти к нам в Поволжье и показать, как живем мы, показать нашу природу, чтобы также и у них сложились впечатления, как и у нас, чтобы им тоже можно было что-то рассказать. В планах группы посетить село Цабал и очистить территорию Цибельдинской крепости. Участники молодежного проекта межнационального согласия «Маяки дружбы. Россия сближает» — это молодые люди из 20 регионов России и ближнего зарубежья. Всего 120 волонтеров, студентов московских вузов, а также представителей молодежи республик-участниц. Проект осуществляется при поддержке президента Российской Федерации. Саид Джарсаля, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Гагре сегодня начался 23-й международный турнир по теннису памяти героя Абхазии Арзамета Тарба. Это ежегодный турнир, собирающий из разных городов Абхазии и России талантливых юных спортсменов. Об участниках и организаторах турнира в материале наших коллег из Гагра ТВ. С 6 по 11 августа на гагарских теннисных кортах будет проходить ежегодный международный турнир по теннису памяти героя Абхазии Арзамета Тарба. 67 юных спортсменов от 8 до 15 лет встретятся на теннисных кортах города Гагра. В этом году участники представлены из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Казани, Нижнего Тагила, Владикавказа и других городов России. 21 из них – это воспитанники абхазских теннисных школ. 23-й турнир по теннису памяти Арзамета
Тарба организован Федерацией тенниса Абхазии совместно с Госкомитетом по спорту и физической культуре. На открытии турнира присутствовали мать героя Абхазии Гули Кичба, президент Федерации тенниса Абхазии Тамаз Абгаджава, зампредседателя Госкомитета по спорту и физической культуре Рафаэль Ампар, руководство Гагарского района. К этому турниру мы очень долго шли, он сегодня международный. Есть люди, которые приезжают каждый год, есть новые участники, потому что мы сегодня стараемся расположить спортсменов так, чтобы им было комфортно. Каждому предоставлен корт, где они и тренируются, и соревнуются. И у каждого есть все необходимое для того, чтобы проявить себя. Российские спортсмены очень сильно подготовленные, у них у каждого профессиональный тренер, рейтинг свой, но мы не отстаем. Этот турнир особенно важен для каждого абхазского теннисиста. В первую очередь он способствует увековечению памяти героя Абхазии Арзамета Тарба, считавшимся пропавшим без вести в ходе Отечественной войны народа Абхазии. И только спустя 21 год его останки были опознаны. Участников турнира также поздравил зампредседателя Госкомитета по спорту и физической культуре Рафаэль Ампар. Он пожелал юным теннисистам удачи и ярких побед. Мы очень верим, что вы на этом турнире покажете все свое мастерство, все свои знания, хороший настрой, выручку, ну и, безусловно, покажете всем нам, взрослым, хорошие игры. Поздравляю еще раз с открытием. Для матери Арзамета Тарба это очень волнительное и важное событие. Ежегодно она наблюдает за успехами юных теннисистов. А ведь в свое время ее сын занимался этим же видом спорта, являлся кандидатом мастера спорта. Я рада, что в очередной раз проводят этот мне очень памятный турнир. И для всей Абхазии, я думаю. Этот год у нас юбилейный. Мы отмечаем в этом году 25-летие нашей победы. Турнир этот, вознаменование его подвига и вознаменование этой победы проводится ежегодно. И я желаю вам, мои дорогие, всего хорошего в вашей жизни, победы только на спортивных площадках и в созидательной жизни. Огромное спасибо вашим родителям, которые вас приучили к этому виду спорта. Огромное спасибо Федерации тенниса Абхазии, которые так прилагают усилия каждый год проводить этот турнир, и Государственному комитету по молодежи и спорту. Всех благ вам! Приезжайте к нам, отдыхайте, загорайте и не забывайте этот красивый вид спорта. География турнира расширяется ежегодно. Теннис стал популярным среди подрастающего поколения. Приехал из Москвы принять участие в турнире в память о погибшем Арзамета Тарба за свободу Абхазии. Первый раз принимаю участие в этом турнире. Хочешь выиграть, наверное? Ну да, хочу занять первое место. Здесь очень красиво, достаточно жаркий климат, горы большие, высокие. Я приехала на турнир памяти герою Абхазии Арзамету Тарба. Я планирую в этом турнире выиграть первое место. Я первый раз принимаю участие в этом турнире по теннису. Сыграла 10 турниров, тут первый раз. И очень хочу выиграть. Что тебе здесь нравится? Природа, море, пальмы, деревья, корты, не скользкие. Прибираю тут друзей у моря и на кортах. Я желаю, чтобы никогда не было войны, чтобы всегда было чисто, чтобы всегда царил мир и покой. Принимаю уже 5-й раз участие. Попробовала в разных себя спортах других, но мне больше всего понравился теннис, я задержалась в этом виде спорта. Хочу занять первое место. Международный турнир по теннису памяти героя Абхазии Арзамета Тарба входит во всероссийский теннисный тур. Благодаря ему абхазские теннисисты будут набирать рейтинг. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем 28-33 тепла.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.